Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Культура». С вами программа «Диалоги о культуре». Я ведущий Николай Пограновский. Наш гость сегодня в студии. У него так для нашего белорусского слуха необычно звучит. Вообще мы его знаем так в миру Камил Камал. Это его творческий псевдоним. Он художник. А на самом деле его звучит по-азербайджански Гаджиев Камал Гамза Аглы. Я правильно сказал? Ну, если честно, она у меня не псевдоним, они оба мои имя. И Камал, и Камил. И еще не родился, меня уже назвали Камилом. У тебя двойное имя было. Мне еще, если честно, когда родился, спор была такая, что у меня в метрике вообще князь. Ой, ладно. Клянусь. Ладно, это очень сложно. Очень, да, длинные. Зачем? В общем, более понятным языком будем говорить. Ты художник, да, художник, вот, и не просто да, художник. Да. Ты художник такой широкого, я бы сказал, диапазона. Ты скульптор, ты график, ты художник-монументалист. Ты закончил монументальное отделение, учился у Гаврила Ващенко, если я не ошибаюсь. Где-то там в каком году? Я сначала на живописи учился. Второго курса был момент, как бы скажем, в принципе, я оказался в Беларуси благодаря именно монументальному факультету, потому что в те времена Чарльз Университет Хартоновича именно монументальный факультет был самый крутой, самый такой я помню. Продвинутый сегодня, скажем. Приехали к нам два таких великих человека, не ошибусь, если скажу, два великих. Один Ващенко, мы уже его назвали, а второй был, помнишь, кто второй? Преподавал вас. Преподавал вас. Да, у нас много те времена все великие были. Кищенко. Кищенко тоже оттуда, да? Ясно. Не, Кищенко приехал к нам, он учился там же. Насколько я знаю, да, по-моему, да. Да. Учились, да. Они оттуда вышли оба. Я вообще хочу сказать за украинскую школу, что оттуда вышел еще один великий человек. Это, помнишь, Альгерд Адамович Малишевский. Учился, конечно, да. в Харькове. Сына прекрасно знал Сергей. Вот, так что у нас там Украина поставила хороших кадров. Если вспомнить еще в том же Львове, учился, и он там и жил, и учился, такой художник Балинок есть, художник-график. Он, правда, живописью занимается, но все оттуда кадры поставляют сюда. Ничего себе. Да. Ну, ладно, мы отвлеклись, мы про тебя сейчас говорим. Ты, как выяснилось, художник-график, литографии, я помню, ты литографией очень много занимался. И был период 90-е годы, когда заходишь в какое-то там кафе, вот недалеко там от академии, помнишь, кафе там? Было, да. Все было завешено твоими литографиями. И мне так было приятно зайти туда. Вот, знакомый художник висит. Теперь, правда, все реже и реже мы видим картины и графику художников в таких учреждениях. А очень жаль. Народ придет сюда и заодно познакомиться с творчеством того или иного художника. Не каждый может себе позволить пойти там, в музей выходной. Там. Вот. Так что, да ладно, это не будем плакать, это дело прошлое. Ты мне скажи, Камал, приехав сюда, в Беларусь, ты обрел друзей, женился, у тебя сын здесь родился, и вообще ты пустил корни в Беларуси. Да. Никогда не жалел, что не поехал, не вернулся на родину? Вопрос, честно говоря, очень сложный. Не отвечай. Для меня вообще-то родина, да, вот. Я вообще-то по национальности, если национальность разговор идет, как ни странно, я 45 лет живу, я азербайджанский, почему-то художник здесь меня называют. А то, что я, допустим, учился здесь, в советские времена было единое государство, да, вот, это самое, оказался здесь, это, естественно было, кто куда хочет, это проблем не было тогда, вот, поэтому, я не знаю, родина где там, где тебе хорошо, в принципе, наверное. Нет, это я не каждый вопрос задал, и даже мог бы не отвечать, но я покажу обложку своего каталога. Ты не похож на белорусского художника, я честно тебе скажу. Ты все-таки такой тяг к восточным мотивам, восточная пластика у тебя такая. И вот это тебе больше, так сказать, это нормально. Это очень, я даже рад,
что ты получил европейскую школу живописи, но ты по-прежнему, так сказать, человек восточный. Не, это я этим горжусь, мне очень приятно, что я восточный художник. В принципе, человек художник, какой он делает, вот японский художник, да, вот японский, какая разница, он гениальный тем, что он что делает, а восточный ли она? Я имею в виду стилево, по стилю. Вот я посмотрел. Стилистика, да, я никогда... что я умею, я знаю душой внутри. Я не могу, фальшиво врать, что я очень вот хорошо знаю нашим слушателям белорусский... и заодно зрителям покажу. Вот видите, графика. Она не похожа на белорусскую графику. Безусловно, да. Это что-то твое такое. Или взять... да и она и на азербайджанской, и грузинской не похожа. Здесь ничего нет, ни грузинского, ни кавказского, ничего нет. Я бы сказал... Есть, может быть, но это я Восток, бы сказал, да. Персидская здесь есть. Персидская, может, Персия. есть. Да, Твои есть, предки может. где-то жили в Персии долгое время. Безусловно, это длинная история, да самая. У нас вообще народ бедный, там то 30 миллионов территории Ирана живет, даже, образно говоря, до сих пор здесь люди не знают, допустим, да, вот образно. Я-то знал. А то, что, как бы, скажем, искусство, она... То, что я, вот, допустим, знаю, что сколько у меня в своем кармане деньги есть, то же самое я в свою душу лезу и там таскиваю то, которое я знаю. Поэтому есть, допустим, художник кому-то похожий. Столько белорусское искусство существует, допустим, не то, что я не скажу, белорусское искусство вообще Сутин что стоит, да, или Шагал что стоит. Столько таких великих ребят мировых, да, таких имена можно назвать бесконечно, кстати. Вообще белорусская земля таких шикарных ребят. Вот в славянском мире мне страшно нравится, допустим, Филонов и Врубель, безусловно. Вот гигантское количество художников, но они несущие, они такие глобальные ребята такие. Вот это мне очень интересно. Поэтому хочу сказать, что художник, наверное, не то, что умеет рисовать. Художник, наверное, тот, который внутреннюю боль каким-то боком рассказывает на бумаге, на холсте, на камне там, и так далее. Вот это важно. А то, что... ты делаешь так называемое искусство, это стараться деньги заработать, каким-то образом показать кому-то, не знаю, но я стараюсь, чтобы я никому не похож. Я, например, делал когда-то, я помню, в Азербайджане выставку, да, персональная выставка была мне. И мне там они говорят, ты белорусский художник, а когда я здесь, а ты азербайджанский художник. Я хотя азербайджанец вообще не родился, и там вообще никакого отношения не имею образа, кроме национального. Да, кстати, ты родился в Грузии. Да, вот поэтому то искусство, оно не относится до самой того, что какой он я бы тебя, Камал, извини, перебиваю, я бы тебя назвал интернациональным художником. Безусловно, я внутри, и столько я эпох говорю, время прошел в моей судьбе, жизни, да, безусловно, она более ближе этому, да, поэтому мне нравится любой вид искусства, какая бы она ни была, там, то скульптура, то графика, то роспись, то витраж, то книжная графика. Я книжный, около 40 книг, допустим, мне печатано, допустим, да, есть такие книги, которые меня раздражал внутри азербайджанских, кстати, великих интересных личностей, которые... образно говоря, меня раздражал. Зима, вот когда это ковид-мовид, вот это как зараза, когда было, меня так раздражал, думаю, а почему таких великих ребят пустые листы, чистые? А я прямо книги рисовал от рук, прямо, да, вот образно говоря, 500 страниц, мне около 12 книг или даже больше, прямо в книге я нарисовал, просто писал. Это можно печатать, и проблем не было. Я помню, что ты 3 или 4 книги китайской поэзии оформлял. Я сделал индийский, я делал китайский, 2 очень, СНГ занимал хорошие места. Тут та же история, не буду говорить, здесь как-то получилось там, в общем. Вот, поэтому я сделал и Индию, я сделал Вьетнам, он, может, выйдет, сейчас ситуация с деньгами, там проблема, наверное.
и Вьетнам сделал. Типа я восточный, я хороший. Если мне дали бы белорусский, я делал белорусский. Мне канадский. Я просто люблю графику, мне нравится. Не план, что я восточную вещь делаю. Я любую вещь, я не стесняюсь, я абсолютно любую вещь могу сделать. Ну, ты У меня прошел, свое лицо есть, меня не стесняется. ну, ты прошел такую большую школу. Гигантский, да, школа. Ты учился безусловно. в Баку. Там, Я учился около Баку, Генджа, где Низами Генджа, великий наш поэт, родился. 3 года, и потом бросил его и уехал в Баку. Учился... ты там скульптуре там, да, на учился, скульптуре да. учился 3 года, потом бросил его, уехал в Баку, и Баку красным дипломом закончил Азимзаде, где, ну, великих наших. Бахлулзаде, Салахов, там, Нарманбеков, вот там я учился. Ну, я помню, что это классика вообще-то. Да, конечно, искусства. да. Бахлулзаде. И Правда, Ленинград, и Ленинград, и 3 правда, он года там. такой странноватый был, Бахлулзаде. Ну, как многие его коллеги считали. Он такой немножко отшельником был, таким, ну, я думаю, что это для художника это нормально. Но дело в том, что хорошее искусство, оно не для всего народа, не всех людей. Разве Достоевский всем доступно понять? Ну, многим уму интересно, да? Многие такие, много писают, ну, написанный, да, такой очень быстро понятный, реалистичный, скажем, да, вот вещи. А когда глубокие вещи, вот я в свое время и вообще думаю, ну, кто такой, ну, Шагал вообще, ну, как-то, это было, честное слово. А со временем, возрастом понимаю, что это не искусство, это что-то такое вечное. Вот был очень гениальный актер, Банионис, по-моему, да, он ему был большой возраст, он говорит, что, ребята, не надо делать современного понятия, надо делать вечного. А хочу сказать, что, дай бог, я в своей жизни сделал несколько штук вещей, которые вечны понятия. Она, допустим, а что, Мона Лиза, что, современный, что ли? Он вечный. Брейгель, что? Он вечный просто. Современный должен быть, да, или что там? Хуан Миро, он современный, он вечный. Что-то он сделал, понятие современное. Туда надо ложить, наверное, каким-то образом, наверное. Это никто не знает, как что ложит. Это, безусловно, только каждый родившийся. Оказывается, на Земле столько людей живут, каждого свой отпечаток есть. А тем более душу, вот, которую у него есть, да, сверх дано, вот его надо раскрыть. Вот это самое здорово. А это уже не нуждаются это люди ни в чем. Они вот делают... У вот тебя всё. самого было много учителей. Много, да. Много было, да. Ну, и были такие учителя, я уверен даже, как у Конечно, нормального безусловно, художника, бывают учителя, которые неофициальные учителя, а так, каким-то параметрам. Нравились ее работы, там, вот ты назвал Врубеля, там Филонова назвал. Да. Да. Ну, я, например, Моисеенко учился, я считаю, это действительно не то, что художник такой масштабный, он человек был, чудо-человек был. Вот Барановского давай вспомним, это вообще какой-то божественный человек был вообще на этой земле. Вот таких просто редко бывает. Сколько я педагогов прошел, да, вот учителей, ну, это вообще был какой-то, Ну, ты он сам... стал бы разговаривать 2 часа попусту, просто чтобы тебя не обидеть, или что-то там такое. И искусство его такое тонкое было. Поэтому такой, знаешь, человек, наверное, есть такой вопрос, по-моему, импрессионистический какая-то в мире, я не знаю, кого конкретно художник спросили, а что важнее? Говорит, важнее личность, вот неумение как бы кисти держать, понимаешь? Личность, качество, она туда присуща, безусловно, человеческое качество прежде всего, да, и остальные и так далее, прочее. А потом уже искусство идет. А когда личность есть внутри чистой, да, человеческой, он мощный, он несет с собой глобальный такой себе крылья. Ну, это важно. Вот это мечта единицы, мечта, наверное, того же, который я назвал таких ребят, которые остались. Вообще, по пальцам можно считать великих архитекторов, великих художников, великих композиторов. Они немного, много не должно быть. Солнце почему-то не 5 штук, а по одной, да, и так далее, прочее.
Или мать одна почему-то, да, два. Ну, вот сейчас в Европе так называемый мать первый, второй, четвертый, это какая-то глупость, это больные люди, слово даже оно не подходит. Болезни это какую-то можно лечить, а их не вылечишь. Они должны умереть, иной мир может их решить, какие-то проблемы. Поэтому... Ну, скажи, твои учителя, понятно, там, а ты сам был педагогом. Что ты старался донести своим ученикам? Ну, я никогда не старался человека давить, что я учитель, я начальник, или что-то такое. Вообще-то художник, он, я не знаю, там, педагог особенно, должна быть человечный, что ли. Он должен действительно что уметь. Я, например, нескольких педагогов и могу назвать, зачем это нужно. Они меня научили, как краской давить, допустим. Только это запомнилось, да? А кто-то сказал, вот холст как-то там вот так, вот это запомнилось. А больше ничего. А вот, допустим, от Моисеенко он вообще приходил, при нас рисовал. Ну, бумаги, ну, на такие небольшие такие, скажем, кружечки, и там не стеснялся, с нами рисовал. Такой масштабный человек, да, и поражаешься, а я такого педагога не видел вообще. А у нас ребята через его плечи его рисунки рисовали. Поэтому у нас, ну, безусловно, наши здесь белорусские художники, да, таких я педагогов не видел. Ну, те времена все равно педагоги, это глобальные были, такие мировые ребята. Мне очень жаль, что снизились качество. Наш земляк родился у Авревича, это как Полесье там белорусское. Ни разу ее выставки у нас не было почему-то. Моисеенко? Да. Да, по-моему, ничего нет у него здесь. Он родился здесь, родом отсюда. По-моему, здесь ничего его нету. Многие, а Шагала тоже ничего нет. Когда Шагал, ну, биографии я уже точно не знаю, но как человека тоже ничего особо не знаю, но он масштабный. Он чем дальше идет, да, вот мир сознания человек думает много, думать хочется, да, эти люди приходят в голову. Их вещи, они более раскрываются, там в них есть столько такой, который, ну, ни одной книги не прочитаешь. Вот музыка, как он действует, самый такой, то же самое, что изобразительное искусство. Она должна быть что-то такое лечебное, что ли, я не знаю. Это, по-моему, если государство не имеет искусства, понятия, скажем, вот таких понятий, да, по-моему, это народ очень обречен, многие нехорошее качество. Потому что искусство, она самое, вообще на Земле, кроме искусства, масштабного, я не знаю, понятия не ближе. А скажи, вот многие, я знаю, художники, кому заходил в мастерские, они слушают музыку во время работы. Там пишут свой холст, записывают, и какая-то музыка звучит. Какую ты музыку слушаешь? Ну, я, честно говоря, вот музыка стоял бы и там слушаю, и так ты делал, я не люблю это. А я, например, люблю, ну, честно говоря, я люблю Фредди Меркьюри, очень мне нравится. Он меня вдохновляет в каких-то вещах. Вот итальянские, да, самые ребята, там, больших, да, самые, Повороте, там, очень много интересных в тех краях, там. Вот из европейских этих, там, скажем, ну, американских есть там немного. Мне музыка, ну, не сильно как бы... Я не люблю музыку, чтобы она прямо орала в ушах. Я больше одиночество люблю и тихо вообще. Тихо ничего не было. Вот тогда я к чему-то прихожу. Ну, понятно, да. А какие предпочтения у тебя в литературе и поэзии? Ну, вот Достоевский, я помню, ты вспомнил вот сегодня уже. А кроме Достоевского, кто тебя волнует, интересует? Ну, ясно дело, Булгаков, ясно дело, это самый, 100 лет одиночества, это, ну, как его, самый, ну, Маркес, да, вот это самый. Безусловно, есть очень интересные их, не то что литература, есть прекрасные, есть, скажем, ну, кино, да, скажем, режиссерских делах. Вот мне очень нравится Тарковская, как ни странно, вот как бы уже забыли. Я помню... А чего странно? Не, ну сейчас людям покажи, современным ребятам скажешь, а мне кажется, что ну, уже не скучно, не продвинутый он. Или так далее, прочее. Они сделали то, которое, я не знаю, они вечные почему-то. Ну,
Ну, есть и другие интересных ребята есть. Несколько они много не бывает. Поэтому и кино, и музыка, и поэзия, литература, архитектура. Вот. Вот сейчас же есть в архитектурном мире, да, скажем, Антуан Гауди, и вот последняя женщина, она родом из Ирака, по-моему, да, имя забыл сейчас. Шикарная, да, вот как... Что она Она построила? сделала, в Москве, по-моему, есть ее вещи, в Баку есть как-то повезло ее вещи. Ну, самый последний для меня архитектор вообще, ну, она женщина, мусульманка была, она училась в Англии, ну, может, вы знаете, я не знаю, вот имя забыл. Я не знаю, о ком Да. ты говоришь. Хадид, да. Да. Вот. И что у тебя все? Зара Хадид, да. Это самое, Заха Хадид, да, по-моему, да. Это, да, это такой мир, она, там есть у нее, я рассмотрел, просто из арабских букв она придумывала храм, ну, мечеть, да, скажем, как будто из небес спрошена какая-то, я не знаю, там, архитектура, это какой-то не укладывается человеческому уму. Вот это не в плане, что его строить, не в плане, что для меня лично. Она меня, вот это видение ее поразило. Вот это вещи мне поражает того, что, допустим, вот Леонардо да Винчи, оказывается, в одном Андрея Вероке учились, Боттичелли, да, они, о нем очень мало, настолько я знаю, а Леонардо реально, ну, безусловно, они одинаковые, ну, уровня, кажется, да, люди. Ну, мало того, что они великие, но о одном мало говорят, как ни странно, о другом меньше. А почему Поэтому люди боятся такой архитектуры? Вот Гауди тоже, наверное, строил сложное, вернее, проектировал сложное здание, и не всякий мог, даже при нем долгое время строились какие-то в Испании здания. Это говорит о чем? Неспособности техники делать такие сооружения, или там не готова еще, скажем, техническая мысль, чтобы это все осуществить быстро и качественно. Ну, мне кажется, сегодня уже вот современный мир, скорее всего, качественно другую область для меня, вот я бы так сказал, допустим. А то, что красивое вообще, необычно. Вот сейчас бани сделали вот на Богдана Хмельницкого. Я просто поразился, настолько реально. Вот Беларусь, в Минске, да, самый красивый, обалденный баня. Я в этой бане старый, много мылся, это самое, шикарно вообще. А сейчас вот просто идешь, я думаю, какой спасибо этому архитектору, который создал вот эту вещь. Я даже пришел туда в бане, и я говорю, кто это архитектор? Он говорит, архитектора не знаем, инженеры можем телефон. Я как раз пришли, ребятам, бутылку взяли. Я этому человеку позвонил, и говорю, слушай, огромное вам спасибо. Он говорит, а вы кто такие? Я говорю, я там, ну, чуть-чуть рисую, там, в общем, художник там, вот мне, говорю, ваша работа просто... Говорит, это не я сделал, а сделал, как-то там назвал. Говорю, передайте ему огромное спасибо, мы за него пьем. Поэтому вот это кайф, вот это здорово, что он и крепкий, и красивый, обалдеть, просто зайти приятно. Вот это архитектура, вот это музыка, вот это литература. Она очень должна быть понятна и просто. А неважно, на какой стилистике, где ты там содрал, или свое какое-то плохое или хорошего по-своему сделать, как ты сам хочешь, а не то, что кому-то похоженьким от кого-то косил, там, это ерунда. И рано или поздно она откроется, и тайна становится явным рано или поздно. И и вообще многие знают. Поэтому... А как часто ты ходишь на выставки у нас? Я вообще не хожу, честно говоря. А что так? Ну, неинтересно. Вот я как-то был в каком-то выставке, ну, как бы скажем, я месяц-полтора себя не мог пройти, потому что, знаете, вообще-то искусство, вот я не верующий, я Богу верю, да, вот понимаю, что это понятие вот этой вселенной попусту не появилось, без причины не можем же первый этаж провалиться. Причина того, что у нас кем-то создано, есть название. Кто-то говорит Бог, кто-то говорит Аллах, там это одно и то же слова, но кем-то, ну, есть, да. Вот, а что я сказал такое-то самое?
Извиняюсь, мысль забыл. Уже старый вообще, мозгов нет. Нет, ты все по мысли хорошо. Хорошо, продолжай. Эту же мысль. Так я мысль забыл, говорю. Мысль? Видишь, старый, да, все. Она свежая мысль подкинет. Свежая мысль. Да. Я спросил у тебя, как часто ходишь на выставки? Да. Вот спасибо. Вот хочу сказать, что, вот, допустим, ты, когда приходишь, да, какую-то вещь смотришь, она тебя должна будет вдохновить, какой-то дать, элемент, импульс какой-то, да. Когда невкусную еду ешь, да, или соль не добавлена, или что-то там, тоже неприятно. Другой раз думаешь, деньги платил, а что невкусно там. То же самое, любое искусство каким-то боком должна быть приятное впечатление. Я помню, что Асфальта Гуасами назвали его в советские времена в Ленинграде, в Русском музее его, тогда он на холсте на ДВП написано такие работы. Это просто впечатление, я до сих пор не могу забыть. Он индеец по национальности, американский художник. О нем вообще сейчас ничего никогда не слышал особо. Это впечатлило. Вот должна впечатление от искусства, которое, с одной стороны, красивенький, это другое впечатление. А мне более сложно, загадочно вот это понять, вот этот мир. Мы же вот этот мир... Нам не каждому дано чуть-чуть хотя бы понюхать, чуть-чуть понять вообще, кто мы, ради чего, почему мы здесь. Вот я столько мне 67 лет, я ничего не знаю в этом мире вообще. Каждый раз перед холстом, как будто я только что начал рисовать, только что я столько преподавал в академии, я там, в других местах преподавал. Это сутневе там, я хотел что-то, я чувствую, что я сам не знаю ничего. А вот потому что познать этот мир почти невозможно. Поэтому искусство должно быть толкать туда, где чуть-чуть познания дается человеку. Поэтому любое искусство, на чем сделано, на холсте, на бумаге, на материале, она должна хорошее впечатление. После этого у меня нет желания, нет интереса. Когда поименно идешь, человек знает, что он что-то сделал, и заранее чуть-чуть курсы, тогда интересно. А так... неинтересно. Они сейчас, не знаю, плохой не хочу говорить, безусловно, может быть, в будущем все будет хорошо. Сейчас мир чуть-чуть болезненный. Люди на этой земле мне напоминают, как одежда этого планеты, да. Вот эта одежда чуть-чуть грязноватая сейчас, мне кажется, потому что люди потеряли чуть-чуть своим разумом, и мир это происходит не через искусство, понятие, встреча, через войну, кто сильнее, кто, я не знаю, там, круче через компьютер что-то решает. Какой-то чушь собачий какой-то мир занимается. Поэтому беда большая, что искусство в этом страдает. Мне кажется, что когда в мире спокойно, да, и искусство создается. Потому что не каждая эпоха, допустим, когда таких больших ребят, скажем, появились на этом планете, да, наверное, для меня кажется, что когда Пушкин родился, солнце было не так, да. Я просто для себя придумал, да, себе. Да, потому что рождение для таких людей, которые в нашей памяти живет, они вечные, они вечно живут. Допустим, мы, помнишь, договорили, это Микеланджело, там работа, Давида стоит, маленький огни достали. Она вечна, Микеланджело нету, он живет в нас. Какая прелесть, люди, которые оставили такую прелесть души всевселенной, да, это чудо, наверное, и время, наверное, создана была, солнце не так вообще было, наверное, они когда родились, понимаешь? Мне так, да я фантазирую просто. Поэтому искусство тоже должно быть такой фантазией красивой, да, чтобы мы наслаждались. Я, может, много говорю, поэтому, может быть, не совпадает мое искусство с этим. Я хотел бы положить. Свое видение у каждого. Там наша программа подходит к концу, Камал. Знаю, что ты буквально 2 слова скажи. Ты был на пленэре в Могилеве. Как тебе понравился этот пленэр? 2 слова. Прекрасно. Это и первый раз в жизни я был на пленэре. Это получилось такое
удачи, такой прекрасный люди разных краев, там это самое. Из Сирии были даже ребята там, это самое. Да из разных бывших союзов были очень интересные люди, необычные. Они, оказывается, целые миры там, они крутятся, там, они ездят. Есть же такие телевизионщики, есть же такие, ну, они любят вот это все. Ну, такой, я не люблю, я люблю одиночество, мне больше нравится. Но тем не менее, поехал на пленэр в Ну, Могилев. я поехал, да, и не жалею. И, кстати, я первое место занял. Так я об этом и знаю. Да. Да. Ну, правда, мало, ну, в общем, не было. Ну, 15 дней прекрасно. Ну, так провели, как будто как в небесах были. Камал, я так тебе шикарно желаю было. почаще Могилеве так я люблю. выезжать на пленэры. Это общение прежде всего. Да, наверное, да. И будешь с другими знаком, с художниками. Скорее всего, да. Мы же, невзирая на интернет, мы все-таки ограничены. А я не люблю и общаться. Я, честно говоря, ну, очень, ну, уже... Ну что, дорогие друзья, я напоминаю, вы были на канале «Культура», с вами программа «Диалоги и культура», я ведущий Николай Погорновский. Наш гость сегодня Гаджиев Камал Гамза Аглы, он же и Камиль Камал. Его так широкая публика знает, как Камиль Камал. Художник, скульптор, художник, монументалист, график. Я не сказал еще, сколько ты объектов сделал там. Даже успел в Литве, в Трускавика здесь рос. Да. Это давняя история. Впрочем, до следующей встречи. Спасибо, что пришел. И благодарю всех, кто нам помогал. Спасибо, дорогой. Вы нас слышали. Приятно вас видеть. Приятно с нами все это время была Лариса, звукорежиссер Лариса С Мараева. наступающим годом. Спасибо. Дай Бог, год был шикарный, как предыдущий. До свидания.